Вся деревня здесь по вечерам, даже у меня настроение, когда я здесь бываю, я голоса слышу, находясь дома. Тут с других деревень приезжают, не то, что наши тут дети этот самый, играют или что-то, и в футбол гоняют, и в баскетбол играют, но более на акцент они делают на баскетбол. Был такой случай, когда вот мы после игры расстроенные, все, и тренер наш очень, Владимир Хашба, вот наш известный тренер был, он, значит, с ними вступил чуть ли не в драку. После этого когда уже выехали, они приехали на вокзал, судьи приехали на вокзал с огромными кульками конфет. Мишка на севере, Белочка, Мелочка. Это, да, очень вкусные конфеты были с извинением. Ну что делать, нам сказали судить вот так. Мы и посудили вам. Всех можно заинтересовать, но надо условия. Вот у нас нету нормально, честно говоря, вот зала, где бы люди пришли, сидели бы и смотрели бы там баскетбол. Да, вот вокруг зала стоять, ну, это не условия, это не то. Естественно, конечно, нужны условия, популяризация. Вот то, что сегодня делается, там, кубок, это тоже хорошая популяризация, понимаете? Но прийти никто не знает, потому что этот зал не для зрителей. Он просто для игры, тренировочный зал. Он преподавал математику, хороший математик. И в то же время тренер по баскетболу. Он набирал нас, человек 15-20 вот такого взрослых ребят. И начали он тренировать, готовить нас. Он говорил, что вот баскетбол будет связан с вашим именем, поскольку мы впервые начинали. Августа – национальный праздник Абхазии. Одновременно День памяти самого уважаемого президента республики Сергея Васильевича Багапша. Он вписал свое имя в историю как политик, но не меньшую его роль можно отметить в свете освещения истории баскетбола. Он был самым знаменитым игроком Абхазии, и неудивительно, что был избран первым президентом Федерации лучшей игры с мячом и всегда находил время на решение насущных проблем любимого вида спорта. Уже 9 лет, как его не стало, и все эти годы в Сухуми проводится турнир его памяти. И эти несколько дней являются редкой возможностью показать лицевую сторону баскетбола в регионе. На турнир съезжаются представители из числа немногих стран, которые признали независимость Абхазии после кровавых событий 92-93 годов. Восстанавливать все, что разрушено, можно лишь с помощью большого брата. Такова лакмусовая бумажка независимости. Этот турнир – поддержка хотя бы баскетболу, пусть не материальная, но моральная. Все участники из Краснодарского края, ДНР, которые пока находятся в еще более незавидном положении, чем Абхазия, Черкеска, отправляются в родовое село Багапш Джигарда, чтобы добрым словом помянуть человека, которому баскетбол здесь обязан своей жизнью. Чем-то занимался, трудился. Это была и непосредственная работа, это была и политическая деятельность, это был спорт. Отцу сделали в 1995 году операцию на позвоночнике. Грыжу удаляли, и после этого он год не мог ни сидеть, лишь лежать или ходить. Я в то время учился в школе, у нас была школьная команда баскетбольная, и он потихонечку, свойства человека, видимо, такие были, что лидерские. Он приходил к нам в школу, смотрел, как мы играем в баскетбол, потом потихонечку нашего физрука от учебного процесса отодвинул, начал сам заниматься с нашей командой, начал сам учить, как делать, что делать, как бросать. Баскетбол любил, баскетбол смотрел, если были интересные матчи, несмотря на усталость после работы, несмотря на загруженность общую, для баскетбола время было всегда.
Он завораживал меня в юности, и лучшие годы своей молодости я провел, посвящая ему все силы. Баскетбол на всю жизнь оставил неизгладимый след в моей жизни. Я его помню с первого прихода на баскетбольную площадку, даже в каких трусиках он пришел. Вот. Худенький вот такой, знаете, высокий, но худенький был такой. Худее меня был. В 2018-м не стало Владимира Хажбы. Остались уникальные кадры знаменитого тренера, коллекционера шляп и воспоминания соратников, таких как бывший тренер сборной Сергей Сущенко. В послевоенный тяжелый период мы вместе работали. Помню, он как-то мне сказал: «Сергей, денег нет, уйдем мы сейчас из баскетбола, а завтра наши дети займутся не теми делами. Надо их поднимать». И мы делали, что могли. Его знания, умения были большой помощью. В лице тренеров Владимир Хажба, Александра Седова мы потеряли умы, возможность общения. Они прошли большую школу, ту, которую ни один нынешний спортсмен не сможет пройти. Воспитавший не одну плеяду абхазских баскетболистов Александр Михайлович Седов так описал в своей книге «Мяч над кольцом» одного из своих самых талантливых учеников. Врезались в память еще те годы, когда мы были участниками первых чемпионатов Грузии по баскетболу. И тогда, и в последующих первенствах команду Абхазии пытались всячески оттеснить, искусственно нивелировать ее преимущества. Такое происходило и в Тбилиси, и в Кутаиси. Приходилось поистине сражаться за победу. Сергей Багапш всегда отдавал все силы на площадке и не мог мириться с тем, что судьи проявляют несправедливость, явную необъективность. Судью мячом вот так вот развернулся и дал. То есть эмоционально было? Очень, очень. Он в жизни всегда был такой, но добрый до безобразия. Вот ты прекрасно знаешь, что даже своих оппонентов он никогда не лаял. Он выше этого был, он думал о родине. Уж то-что, а по случаю судейской необъективности любой из горячих южных парней и сегодня готов моментально рвать на груди рубаху, и порой понимаешь, какое счастье, что за поясом в жаркий момент нет острого кинжала. Первый вице-президент Олимпийской академии Юга России, заслуженный тренер Российской Федерации и Республики Абхазия Александр Банников уже долгие годы курирует и во многом своими гарантиями обеспечивает заполняемость турнира памяти Багапш. Его стараниями фактически писалась история абхазского спорта. В могучем альманахе баскетболу посвящена отдельная глава. И если в Россию баскетбол попал примерно лет через 15 после идеи, которую осчастливил мир Джеймс Нейсмит, в 1906 году, то до Абхазии он добрался аккурат через год после того, как у нас в стране были утверждены единые баскетбольные правила, то есть в 1924 году. Первая площадка была построена в Сухуми физкультурниками Совпрофа, но долгое время все ограничивалось показательными выступлениями в летнее время коллективов с забавными названиями: Союз торговых служащих СТС, Гостеатра, Пищевкуса или Местрана местного транспорта. Тогдашнее время для баскетбола называлось трудным. Сравните формулировку столетней давности, и вы без труда можете обозначить теми же словами реалии нынешнего времени. Малочисленность лиц, имеющих отношение к спорту и физическому воспитанию, отсутствие спортивного инвентаря и спортивных сооружений мешали сохранению баскетбольных команд. Сегодня в первенстве республики принимают участие 8 коллективов, но пропасть между столичным «Спартаком» и другими командами из Гудауты, Ачамчиры или Гагры и Гулрипша очень велика. 9 лет назад преждевременно ушел Сергей Багапш. В тот же год Александр Седов на своем 85-летнем юбилее сказал, что мечтает о подлинном возрождении этого увлекательного спорта в Абхазии, о его массовости, что будет содействовать здоровому образу жизни подрастающего поколения. Попасть к Седову было очень трудно. Он был очень требовательный человек. Здесь были много встреч, когда еще при Ваське Сталина была такая команда ВВС. Она сюда приезжала, тренировалась.
И вот Шура вывел свою команду, и они выиграли у ВВС. И его решили взять ВВС, но он не согласился, не пошел. Так и остался патриотом. Он вырастил очень много, 1000 ребятишек. Уровень мастерства его ребят достиг до того, что многие даже стали участниками чемпионата Европы в Олимпийских играх. Вот, за сборную Союза юношей выступали. 29 августа 2020 года, село Тамыш. Площадку местным ребятам подарил на свои деньги один из жителей села Резо Тантария. Ведь в старом зале самой школы сегодня заниматься уже небезопасно. Оставить его можно лишь как музей. На показательные выступления съезжаются девчонки и ребята изо всех окрестных сел. Самая яркая фигура – Сейда, мать 5 детей. Школы, понятно, почти никакой, но желание возиться с мячом огромное. Самый старший сын вьется тут же и демонстрирует базовые навыки, давая понять, что мамина страсть захватила его в полной мере. Тут же пытается придать некую дисциплину происходящему самый первый баскетбольный тренер этой школы Гиви Зантария. Он, как и почти все баскетбольные наставники в Абхазии, самоучка. Изначально нет базовых фундаментальных знаний за плечами, и баскетбол получается такой же сырой, физкульт просветный, но, как обычно, по-южному горячий. 9 часам играем до 12, до полпервого. Ну свет горит, да, нормально? Конечно, да, и постоянно. Сидим, беседуем, играем. Это помимо девочек еще мальчики приходят, человек 10. Вы между ними, и с ними тоже играете? Да. Обыгрываете? Мы особо играем мальчики против девочек. Да, конечно, иногда мы выигрываем, иногда они проигрывают. Это главное нам прийти сыграть. Новый министр просвещения и языковой политики Инал Габлия тоже уроженец этого села. Я надеюсь, что в этом году мы придадим новый импульс развитию Федерации баскетбола Абхазии. Уже мы общались, соответственно, с коллегами из комитета по спорту. Поэтому были бы ресурсы и средства, мы все сделаем. Соответственно, сейчас у нас главный вопрос – это финансовая поддержка, финансовые ресурсы государства, которые встают, как бы сказать, главной задачей. Вот если мы саккумулируем средства, то импульс мы обязательно придадим и федерации, и вообще, в принципе, спортивному развитию, оснащению школ, детских садов. Сейчас самый главный вопрос, конечно, это финансовая поддержка. Абхазия в большей части света остается непризнанным государством, и люди, которые занимаются вроде тем же, чем и соседи в других странах, уже почти 30 лет варятся в собственном соку. Наливаются желанием, идеями, стремлением, а выплеснуть это абсолютно некуда, разве что в Черное море. Но его особо ничем не удивишь. Баскетболу в таких условиях не лучше и не хуже, ему никак. Каждый крутится как может. Есть энтузиасты, как Дмитрий Джанджоли или Николай Гущин, которые несут свою веру в массы на бюджетной основе. Очень уверенная молодежь и молодежь с потенциалом. И наблюдается тенденция в последние годы любви к спорту, именно к баскетболу. Очень много детишек хотят заниматься баскетболом. Ну, они смотрят телевидение, смотрят НБА, смотрят Евролигу и черпают оттуда какие-то для себя навыки. И приходят в спортзал и вот хотят заниматься именно баскетболом. Другой молодой тренер, Дмитрий Чарти, организует платную тренировочную базу, то есть обещает родителям и детям качественный результат. Дмитрий часто едет на семинары в Россию, встречается с первыми лицами нашего баскетбола. Хочет ли он расти как тренер или как функционер? Хочется верить, что из этого будет толк. Пока же в Сухуми на сегодняшний день порядка 300 ребят, организованно занимающихся баскетболом. По всей Абхазии можно насчитать 700 мальчиков и девочек. Достаточно ли этого, чтобы говорить о каком-то подъеме, судите сами. Я готовлю их к тому, чтобы они выезжали в Россию.
То есть играли в России, играли за клубы, пока у нас возможностей и перспектив мало в Абхазии. И я их уже психологически готовлю, так можно сказать, чтобы они жили мечтой. Да? А я тренер, который должен эту мечту как бы притворить в жизнь. И каждый из них хочет играть в НБА, некоторые из них хотят играть в Химках, кто-то за ЦСКА. То есть очень много детей уже живут именно вот такой, скажем, большой мечтой. По словам Дмитрия, при Багапш в год было 5 турниров, 5 поездок, за счет чего была возможность набраться мастерства и опыта, на других посмотреть и себя показать. Потом долгое время место президента федерации пустовало. Как-то в одночасье пропала сборная, на которую равнялась молодежь. Баскетбольные команды стали распускаться, тренеры перестали работать. Баскетбол исчез с точки зрения актуальности, и теперь приходится предпринимать почти титанические усилия, чтобы вновь вернуть прежние шаткие позиции. Ведь задача у всех педагогов одна. Тех, что работают и на государственной, и коммерческой основе, отобрать наиболее одаренных и перспективных ребят. Уметь выделить не только самых сообразительных и координированных, но и сильных в психологическом плане. Очень сложно удержаться и не отстать от скоростей современного мира. Сроки начального обучения детей сократились. Более быстрым стал переход к высоким тренировочным нагрузкам. Все тренеры ждут высокого результата, хотя их собственная подготовка подчас не отвечает самым скромным требованиям. Ведь хороший тренер немыслим без фанатичной преданности своему делу, целеустремленности, склонности к смелым поискам, новаторству и, конечно, немыслим без высокого уровня профессиональной подготовленности. Все проблемы детского и юношеского баскетбола по линии скаутинга, поиска талантов касаются одинаково и мальчиков, и девочек. Ветераны женского баскетбола Абхазии с теплотой вспоминают всех своих заботливых наставников и особенно не так давно ушедшего Владимира Хашбу. Анжела Пабба в свое время блистала на паркете и была капитаном сборной Абхазии. На матче турнира она, будучи главным секундометристом, до сих пор смотрит горящими глазами. Огонек в душе не угасает. Я долго не занималась спортом. В 9 классе, в 9 только начала заниматься. И то тренер был, вот Радько Дмитриевич Башков у нас был такой тренер. Он меня поставил на игру первенства города, школьников. А я ничего не умею, но у меня была легкая атлетика, тоже от природы, видимо. Я метала диск хорошо. И так он мне говорит: не переживай, 2 шага делать не умеешь, а тут встанешь и будешь бросать туда, пас давать туда. Я вот только получу мяч, пас, дальний пас. И вот так пошло как-то. И вот пригодилось. В жизни мне пригодилось это. Спорт не помешал мне, а наоборот дал стимул какой-то. На турнире памяти Багапш даже гости из скромной баскетбольной провинции, городка Гулькевичи, становятся для местных ребят настоящими кумирами, потому что даже на этом уровне демонстрируют класс, до которого местным ребятам еще расти и расти. Кстати, в этом году местная ветеранская сборная встретилась в финале именно с «Локомотивом» из Гулькевичи. Хозяева выплеснули в этой игре весь свой талант, чтобы сохранить интригу до последних минут. Но все же командной химии, чувства локтя в самые напряженные моменты одной точной передачи не хватило, чтобы рассчитывать на окончательный успех. Было такое маленькое первенство среди техникумов Грузии. И мы, сборная Абхазии, среди техникумов, и меня вот подпольно включали, тогда это делалось такое. Я училась на физкультурном, но я не имела права играть за техникум, но они мне сделали. И там я понравилась, хотя ростом маленькая была, я понравилась, и они хотели сборной Грузии среди техникумов. И еле меня тренер, который нас отсюда повез, отговорил их: нет, она, говорит, не может, она родители не пустят, хотя я очень хотела, но там я уже выяснилась бы настоящая мою фамилию, все. Я сама легкой атлетикой занималась, чемпионка Грузии. Я, кстати, рекорд Грузии установила в Киеве в 1973 году на стадионе «Динамо», как сегодня помню. Ветераны местного баскетбола, настоящие кавказские долгожители, и тем не менее познакомиться с главными корифеями жанра мы опоздали. Помимо Сергея Васильевича Багапш ушли, пройдя более чем 80-летний жизненный путь, и Александр Седов,
и Станислав Сущенко, знаменитый женский тренер Владимир Хашба, Валерий Логуа. Но и тем, кто остался, есть что вспомнить. И просто удивляешься, насколько свежи впечатления уважаемых людей, опыт которых уже приближается к 9 десяткам лет. Да что там говорить, и абхазскому баскетболу совсем скоро стукнет 100. Я, например, сам играл против... Мы играли в товарищескую встречу, играли в сборной Союза. Я держал Ивана Лысова. Вы знаете, он тогда был признан лучшим игроком Европы. Какое я наслаждение получал. Это ж технарь был. И я все хотел перехватить у него мяч. А я защитником, первый защитник был, но дали мне играть, держать его. Хотя он разыгровщик, я обычно держал края, а тут дали мне его держать. И я думаю, я сейчас перехвачу его мяч. Вот такое желание было. И смотрю, он на центрового. Я уже приготовился, выпрыгиваю, его рука идет, вдруг в последний момент кисть у него раз срабатывает, и на Бутаутаса на правый край перекидывает мяч, и я в воздухе телепаюсь. Но это класс был. Так что мы здесь, конечно, видели всех. По воспоминаниям Георгия Кабулия, в абхазском баскетболе никогда не было выдающихся атлетов по ростовым показателям. Брали самоотдачей в защите, атлетичностью. Сегодня картина не очень поменялась. Таких великанов, как проживающий в Сухуме воспитанник самого Кондрашина Михаил Силантьев, днем с огнем не сыщешь. На турнире памяти богов в составе хозяев выделялся уже возрастной Владимир Менчаков. Он живет здесь с начала десятых годов. Но и его диковинные для Абхазии 2.10 были взрощены еще в школе Владимира Родионова в Саратове, где он начинал с Сергеем Моней. Мы можем привлечь, то есть пару ребят, которые по 2 метра, за 2 метра, но это опять-таки нужен регулярный сезон, нужны какие-то финансовые возможности, чтобы мы могли людей привлекать. А так, да, к сожалению, немножко у нас с ростом проблема, но все равно, вот, проводя даже открытое первенство города Сухум среди юношей, это 2001 год и младше, вот мы выявили там 3-4 хороших ребят по 2 метра, молодых. Но они сегодня находятся каждый в своем районе. То есть, чтобы их сегодня сюда привлечь, опять-таки нужны финансовые возможности, чтобы они могли тренироваться в главной сборной команде. Любые самые скромные успехи местного баскетбола датируются золотыми годами советской эпохи, ибо только в условиях жесткой конкуренции, в том числе с грузинскими соседями, могло появиться и стать мастерами спорта СССР, а это звание когда-то надо было действительно выстрадать. Вахтанг Тания, капитаны команды и чемпионы Европы в молодежке, Медея Какабадзе и Луиза Склярчук. Максимум же, что после окончания войны за независимость в начале 90-х удалось временно добиться для стабильного выступления за пределами республики, включить команду Сухум-Абхазия в чемпионат ЮФО, а затем в открытый чемпионат Краснодарского края. Я думаю, что эти юбилейные турниры, они возродят интерес, культуру баскетбола, которая раньше была. Раньше стадион был специальный, в Сухуме баскетбольный, там собиралось очень много людей. Туда приезжали выдающиеся игроки Советского Союза, Грузии. Я помню, был мальчиком, им мячи таскал. Ну, так я пристрастился к баскетболу. Так что я надеюсь, что вот эти турниры, которые проходят уже 9-й, посвященные нашему замечательному баскетболисту и президенту второму. Вот. И я думаю, что это возродит культуру баскетбола, и мы будем тоже на таком же уровне, как и раньше. В полуфинале Кубка памяти богов сошлись две абхазские команды, основная сборная и молодежь. Ох, какая это была игра с нервом и интригой до последних минут. Достаточно было поднести спичку, и начался бы пожар. Все-таки опыт и хладнокровие сыграли свою роль. Но многое говорит о том, что ветеранам в ближайшее время придется серьезно подвинуться. Все
все было раньше в Абхазии. На знаменитой базе в Эшерах готовились к великим победам на Олимпийских играх и чемпионатах мира и Европы команды Советского Союза в игровых и командных видах спорта на протяжении больше 20 лет. После войны с и так пострадавшей территории местные бизнесмены растащили и перепродали весь оставшийся реквизит. В 2000-м Сергей Багапш лично договорился о восстановлении с Юрием Лужковым, но московского мэра скоро сняли, и вопрос остался без ответа. К чему это отступление? Баскетболу, даже очень скромному, нужна не просто база для подготовки, но и аудитория, зритель, которому комфортно будет наблюдать за происходящим. В уютном для тренировок дворце спорта имени Багапш поляна не приспособлена для игр. Тут не то что зрителей, команды-участницы рассадить негде. В зале школы имени Курченко можно играть, но, как и везде, в жаркую и душную погоду абхазских субтропиков невозможно дышать без кондиционеров. Да, и зрителей больше 200 человек не устроишь. Местные клубы горят желанием попасть в самый скромный российский турнир, но сейчас требования к залам выросли в разы. И если местные к таким условиям привыкли, то другие команды сюда могут просто не приехать. То есть на каждом участке подготовки не просто игроков, а даже инфраструктуры предстоит неслыханная и невиданная здесь давно титаническая работа. Чемпионат школ, когда проходил, чемпионат школ вроде вот, да, ну что это, места невозможно было найти. Вот столько было людей, попасть туда, и вокруг площадки все стояли, там большая площадка, и сидячие места полностью были забиты всегда. Вот настолько популяризация была баскетбола, конечно, высокая. Тогда не было площадок, да спортивных залов не было. Площадку мы сами соорудили в центре города. Там как-то сделали, дошли щиты, там кольца, сетку даже не могли достать. Вот так мы сами соорудили и начали играть. Вот с этой площадки мы уже стали вот такими баскетболистами. Рафик Аганесович Гаспарян в 50-е стоял у истоков абхазской баскетбольной школы. Он же стал главным собирателем истории абхазского баскетбола, и во многом на его архивах, равно как и на воспоминаниях Александра Седова, мы и постарались собрать эту историю. Я сам участвовал, мы составляли всю историю, у Адгура есть, вот газета, начиная с начала до конца, со всеми фотографиями, вот. Грамоту разработали, все, мы отметили 85-летие. А сейчас столетие какой-то был взлет. Я ходил на баскетбол, смотрел. Почему? Потому что уровень баскетболистов я еще при Александре Михайловиче вырос после войны в том отношении, что они начали участвовать на всесоюзных соревнованиях, как говорится. Начали ездить в Россию, в города, в Днепропетровск, там в Новосибирске были. Ну, в общем, по всему Союзу они ездили, играли, где проводились первенства школьников. Ну, неважно, там 2-е или 3-е место они в своих подгруппах занимали. Но, во всяком случае, это был послевоенный рост баскетболистов Абхазии. Да. Потом появился вот этот южный, у них этот, как его, южная зона появилась, они начали играть, вот Краснодар, там, это вот Кубань, вот. Тоже была хорошая команда, северокавказские команды были, да. Вот такой был уровень. А сейчас, как я слышал, я уже не стал по болезни ходить на баскетбол. Вот. Уровень упал. Уровень очень упал. Ну, видимо, когда играли мы получали 2 рубля 50 копеек талоны для поддержания питания. Мы могли после сборов пойти там в кафе или отовариться, как мы делали, или это самое. А сейчас, извините, пожалуйста, сборная Абхазии получает зарплату. Ветераны, живущие романтическими воспоминаниями, конечно, хотели бы видеть что-то похожее и теперь.
Ведь жизнь не стоит на месте. Они сами подмечают, что рядом с сегодняшними ребятами, которых они видят в деле, они бы смотрелись очень скромно. Баскетбол ведь в Абхазии есть. Конечно, тренерам хочется гораздо быстрее увидеть плоды своей работы, но в воспитании много играет терпение, умение в спокойной обстановке учить, подсказывать, исправлять. На дне терпения, как говорится, оседает золото. Тренеры как губка и сами готовы впитывать любую возможность усовершенствовать свои знания. Все, кто может, заинтересован, собираются на семинарах, которые не в первый раз организует с согласия РФБ и Высшей школы тренеров в Санкт-Петербурге заслуженный тренер России Сергей Елевич. Материальная база, интерес и помощь со стороны, обмен опытом из-за любой границы – вот чего катастрофически не хватает сегодня в республике. Но желание улучшить ситуацию крепнет. Это мы поняли по разговорам и со старыми, и молодыми людьми, фанатами своего дела, для которых баскетбол – не пустое слово, а значит и наша история, будем надеяться, получит свое продолжение. И в баскетболе появятся новые Багапш, Тания, Келосония, Сулава и многие другие, которых мы не успели упомянуть в этой истории. Продолжателем баскетбольной традиции нашей семьи будет младший его братик Сергей Багапш. Потому что вот он был маленьким, и когда он взял мяч, а все детишки, естественно, мяч берут и играют, он тут же пошел к кольцу. У нас дома маленькое кольцо стояло, и очень даже аккуратненько вложил в него мяч.